Внимание, говорит Москва. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Это сообщение навсегда изменило жизнь советских людей. Сразу после него началась усиленная подготовка к войне, впоследствии унесшей жизни свыше 27 миллионов человек. Из рабочего поселка Сибай на фронт ушли 350 человек, и более 200 из них не вернулись домой, сложили свои головы на поле брани. Сегодня почтить память погибших собрались дети, внуки и правнуки тех, кто героически отдал свою жизнь, защищая родную землю. Это была большая беда. На целых 4 года. И никто не знал, что будет завтра. Разрушенные уже дома. Армия наша, которая всегда самая сильная, но в то же время не ждала, не знала, какая она будет. Некоторые, многие без оружия, с палками, можно сказать, в руках встречали до зубов вооруженных врагов и защищали Родину. И никогда не сломилась дух советского человека, советского солдата, советских людей. Это только вера, любовь и патриотизм своей Родины смогла победить фашизм. Этот день еще один повод поклониться советскому народу, всем тем, кто проливал кровь на фронтах Великой Отечественной войны под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, кто ковал победу в тылу и обеспечивал фронт всем необходимым. Конечно же, наших ветеранов, сказать большое спасибо нашим ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. День памяти и скорби – это день молитв, раздумий и, конечно же, день воспоминаний. Самая кровопролитная война в истории продолжалась 1418 дней и ночей. В подготовленной программе организаторы «Красной линии» провели тему сохранения мира на земле, такую актуальную в сегодняшнее неспокойное время. Уроки прошлого забывать нельзя, дабы не допустить повторения всенародного горя в настоящем. Сегодня мы пришли для того, чтобы почтить память всех тех, кто умер на фронтах Великой Отечественной войны, и всех тех, кто ковал победу. Конечно, важно помнить этот день, важно передавать поколениям значимость победы, которая была одержана нашим народом, нашими дедами, нашими бабушками. И, конечно, сегодня мы все видели, какие молодые ребята, выпускники, танцевали вальс. И я думаю, они, если не на 100%, но действительно очень сильно прочувствовали именно вот этот самый момент. В столь раннее время, в 4 утра, ребята пришли и услышали, сколько слов было сказано о той поре, сколько мыслей и грустных, и вместе с тем торжественных мы услышали и вспомнили все вместе в нашем городе. В память тех, кто ушел, и многие ведь не вернулись. 29 миллионов не пришли с этой войны. 1418 дней мы стойко стояли за победу нашей Родины. И сегодня мы говорим огромное спасибо ветеранам Великой Отечественной войны за то мирное небо над головой, которое мы сегодня наблюдаем, за то тихое утро, в котором мы просыпаемся. Спасибо вам. Главным событием митинга стало возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь». Каждый цветок – своего рода безмолвное обещание. Памяти павших будем достойны. Алина Полянская, Айгуль Хамитова, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.